День памяти жертв политических репрессий занимает особое место в календаре памятных дат нашей страны, и это неотъемлемая часть истории Республики Коми. Утвержденная 26 лет назад дата стала днем покаяния перед несправедливо обвиненными и без вины пострадавшими. На территории нашего региона речь идет о 17 тысячах человек. Среди них представители разных национальностей, конфессий и социальных слоев общества. Работа по их реабилитации еще далека от завершения, говорят историки. Огромный пласт данных до сих пор не изучен. Информация, составляющая личную и семейную тайну, добывается с трудом. Наш регион был самым насыщенным островком архипелага ГУЛАГ. В разные годы здесь действовало 22 исправительно-трудовых лагеря. Их создавали под решение определенных экономических задач, чтобы осваивать невероятные природные кладовые. Ничего не меняется, вопросов у нас остается больше, чем ответов, потому что мы ставили своей целью помянуть всех политических заключенных и спецпоселенцев, которые были на нашей территории, восстановить их судьбы. Лагерную серию томов мы начали, издали «Ухт-Печлак» и «Ухты-Жемлак», ну, на этом мы закончили. Дальше продолжение лагерной серии томов осталось за бортом Воркута, железнодорожные лагеря, Инта, Усть-Вымлак, лесозаготовительный, самый большой лесозаготовительный лагерь Советского Союза. Никаких перспектив нету, поскольку не архивы закрыты, я сразу уточню, закрыты архивные личные документы политзаключенных. Республиканские историки в этом году закончили первый обобщающий труд энциклопедию ГУЛАГа Коми. Сейчас готовят следующий проект, который будет посвящен репрессированному и расстрелянному духовенству, монашеству и мирянам. Пока известно 800 фамилий, но список будет расширяться.